816 УИК для 816 избирателей. Такое совпадение можно было наблюдать на избирательном участке сельского поселения Аршты. В местной школе созданы все условия как для тех, кто придет 10 сентября, чтобы отдать свой голос за того или иного кандидата, как и для тех, на ком лежит основная нагрузка при проведении выборов. Условия созданы, да? Самое главное условие, чтобы у вас были, чтобы возможность была вам. У нас завтра день тишины, да? А послезавтра уже выборы. Сколько избирателей нам будет? 816, да? 816. Ну, придут? Всегда приходить, да? Село преображается на глазах. Вот и старую школу в скором времени ждут изменения. На следующий год планируется капитальный ремонт здания. А новый дом культуры уже может похвастаться достижениями учащихся различных кружков. Здесь ты собираешь, здесь все делаешь. Концерт, да. Ага. Республики, да. За цирк, я сказал. Вот. Цирк, я всех Сергеевич, у вас самого корпуса. Юзди зал хлопаешь. Это что? Наполняется. Да, классно, да? Слушай, какой талант, а? Вот тут последние книги, которые мы еще в рамочке обычно. Все, что нравится, мы в рамочке и им отдаем, и у себя выставляем. Это вот рисунки, которые они вот сейчас знают. Глава республики вместе с членами правительства региона обсудил возможности развития села. Были внесены различные предложения. Например, разработка цехов, создание гостевых домов для туристов, развитие орехового сада. Махмуд Али Калиматов отметил, что важно уделять большое внимание выращиванию грецкого ореха, а также привлекать инвесторов для этого. По его словам, это позволит привлечь к работе население. Кроме того, руководитель субъекта поручил министрам внести и другие предложения по развитию Аршты и других сел Сунжинского района. Руководство республики, правительство обязано, и мы занимаемся этим. Это пример для этого и Вечери, и Дятых дорога, и другие населенные пункты. Аршты – это красивейшее село. Здесь дом культуры построили, там спортивное поле есть, воркаут там спортивный есть, школа. Она 1984 года. Достаточно очень ухоженная, но все-таки на следующий год в плане есть она обязательно. С мая начинается капитальный ремонт. Надо в рабочие места. Надо найти инвестора. Надо проработать вопрос КФХ, что им нужно. Потом, если нужны, и по программе мы подпадаем под субсидии, обязательно нужно. Вот. Район, я вижу, занимается и дорогами, и тротуаром. То есть внимание уделяется. Но надо создавать рабочие места здесь. Потому что он говорит, вот уезжают на работу в другие регионы, другие места. Я почему пригласил министров, вице-премьера, чтобы правительство в целом, как и в других селах проработали полностью нужды этого села Аршты. А потом программу выработали. Программу по всем направлениям. То есть образование, ФАП у них есть, но все-таки дорога, рабочие места. Здесь прекрасное место, прекрасные люди, в первую очередь. Поэтому мы должны им внимание уделить. Далее глава республики посетил сельское поселение Чемульга, где обсудил с главой администрации населенного пункта потребности местного дома культуры, необходимость капитального ремонта школы. Также Махмуд Али Калиматов поинтересовался, сколько домовладений имеется в селе. Ну как вы тут? Нормально. Так, поделки. Так, это ты сделала? Это американские горки? Типа, да? И что, они работают? Покажи. Вот это да себе. Молодец. Это конструируете, да? Да. Ну, получается? Вообще молодцы. Так, и зажёгу. Ну что, готовы? Готовы. Готовы? Все в достатке у вас? А? Да. Все вам принесли? Обеспечили? Да, все принесли. Мы готовы к проведению выборов. Где чай попить, место дали? Да, есть. Точно?
После этого глава Ингушетии отправился в Бердюрт, где посмотрел, как работает начальная общеобразовательная школа. Был поднят вопрос наличия современного детского сада. Так в сельском поселении планируется строить новое дошкольное учреждение. В завершении рабочего визита Махмуд Али Калиматов посетил сельское поселение Алхасты. Как успехи? Все подготовили? Вот, чтобы готовы были. Подводя итоги, главой Ингушетии было отмечено, что необходимо уделять должное внимание развитию предгорных сел, интересоваться запросами местных жителей. Муслим Ганиев, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.